Первое, что такое соборование, чтобы знали. Это народе называется соборование или освящение. Это таинство к нам перешло еще с Ветхого Завета во время Христа Спасителя. Это таинство было Богом дано священству, и когда люди болели, вызывали священников, и священники с маслом, оливковым маслом наливали вино, в нем молились, этим освящением масла потом мазали больного, и больной исцелялся. И сейчас посмотреть на Новый Завет, когда мы соборимся, тогда первый собор начинаем апостола от Якова. Вот пусть почитают, там первое, что апостол Яков говорит. Если кто из вас болеет, то пусть вызывает пресвитеров церковных, да пусть поможет его поможет елеем радования. И молитва веры спасет его болящего. То есть, первым долгом, если человек идет на соборование, он должен верить Богу и должен идти с верой, что Господь поможет. Это важный момент. Второе. Соборование. Человек, каждый христианин так год один раз, если не болеет, даже не болеет, пособоруется, греха нету. Потому что в этой таинстве Господь прощает человеку много забытых грехов, много бывает мы порой согрешаем, и не всех порой каемся о грехах. То есть забываем. В этой таинстве соборования Господь прощает человеку все забытые грехи. И одновременно человек получает исцеление и душевное, и телесное. Во время соборования даже бывает, и люди исцеляются от таких болезней, которые уже врачи порой бывают не в силе. Даже люди бывают больны онкологией и других болезней исцеляются. Вот поэтому каждый человек обязан даже год один раз пособороваться. Если человек болеет, он может и во время поста особенно даже очень хорошо. Хотя пособороваться можно любое время. Вот иногда бывает, у нас, я не осуждаю наших священников, но бывают такие моменты, что подходили мы, хотели пособороваться. Им отказывали, что соборуют только во время Великого Поста. Это не труд или лень священнику пособоровать больного, или просто по неопытности. Один из двух. Потому что если человек умирает в мае месяце, тогда что ждать Великого Поста следующего года в апреле месяце или марта месяца? Это же нерассудительно. Вот поэтому любое время года, любой день и ночи можно больного пособоровать, даже когда на смертном одре. Раньше бывали именно соборование, это таинство именно бывало особенно для больных, для болящих. Поэтому, если человек находится на смертном одре, нужно позвать священника, чтобы вы пособоровали, поисповедовали, покаялись, причастился. Если так кому-то удастся, как я сказал, поисповедаться, еще раз покаяться, пособороваться, причаститься, если после этого человек умрет, то не надо плакать, нужно танцевать и плясать от радости, потому что душа без грехов станет пред Богом. То есть 97% можно сказать, душа спасена. И самое главное в нашей жизни это одно, это спасение души. Что касается остался с прошлого года масло соборное. У меня есть такая масло соборная, которому 15 лет. Потому что бывает с каждого соборного, когда соборуюсь, всегда бывает немножко беру и добавляю. Бывают такие моменты, что если болеет сильно, то помажет спинку или что болит и помогает. Поэтому то, что остался с прошлого года
маслица. Его выливать не надо, выбрасывать не надо. Но можно заново еще раз пособороваться, если объединить их в одну чистую посуду и пользоваться. Бог вам поможет. Конец Господь. Я вам советую, цхинвали, которые живут, ходите, пожалуйста, отцу Сергию Кокоеву. И кто хочет собороваться, пусть у него соборуется с отцом Сергию Кокоеву. Это вам, если спрашиваете, мы вам благословение. Это я всем родственникам желаю и всем нашим православным жителям Цхинвала. Аминь.